наших организаторов данного проекта, которые в этом году объединились. Это правительство Москвы, Дом Москвы в Сухуме, Абхазский государственный университет, общественная организация МСНАР. Это прекрасная возможность увидеться художникам Абхазии, художникам из разных городов России, для того, чтобы, встретившись здесь, познакомиться, вместе поработать и развивать такой вот творческий потенциал. Вы знаете, вот меня особенно заинтересовала эта тема, потому что сейчас, работая над таким исследованием, как русские художники в Абхазии, я столкнулась с тем, что особым интерес вызывают работы, которые они посвятили Абхазии. То есть наши гости-художники, которые эти дни работали в Абхазии, несомненно, она останется в их творчестве и в более позднее время, и обязательно проявится. Поэтому еще раз я поздравляю всех участников, поздравляю организаторов. На самом деле прекрасное мероприятие, я уверена, такое вот взаимодействие, и ваши творческие связи, культурные связи, они будут впредь только развиваться. Приветствую еще раз в очередном открытии нашей выставки итоговой 8-го арт-пленера «Краски осени Абхазии». «Краски осени Абхазии» как проект был запущен в 2013 году. Единственные 2 года мы потеряли во время пандемии, это 19-20 годы, а в 2021 году уже мы возобновили работу. Но, как вы знаете, география участников широка. Фактически все регионы Российской Федерации, Республики Северного Кавказа, Южной Осетии, Европы приезжали к нам ежегодно. В этом году немножко формат сузили. По приглашению мы позвали наших коллег, друзей, которые еще не принимали участие до этого. Мы очень рады этому. В этом году к нам приехали 2 художника из Санкт-Петербурга, 2 художника из города Москвы и 2 художника из Кабардино-Балкарии, города Нальчика. Спасибо вам и тому. Это очень яркое событие для культурной жизни Абхазии, ведь к нам в гости приехали художники с разных регионов России, представители различных школ, направлений, поколений. В течение недели они посещали знаковые места, и у них была возможность запечатлеть прекрасную осеннюю Абхазию. Думаю, что подобные мероприятия крайне важны как для опытных художников в плане общения с коллегами, так и для молодых, с которыми наши гости с удовольствием делились знаниями, опытом. И буквально вчера в Абхазском государственном университете прошел мастер-класс, который, на мой взгляд, прошел на одном дыхании, и было очень приятно наблюдать, с каким интересом и энтузиазмом наши молодые художники наблюдали за происходящим процессом. Я бы хотел поблагодарить всех художников, которые смогли найти возможность приехать к нам в гости, которые откликнулись на наше приглашение, нашим местным мастерам, которые уделили особое внимание нашим гостям, руководству и коллективу Абхазского государственного университета, Центрального выставочного зала и всем тем, кто причастен к организации и проведению данного мероприятия, которое, на мой взгляд, удалось.
таковых трудностей не было, в принципе, да. Гости удачно приехали. Проект в этом году поддерживает Дом Москвы, и мы им очень благодарны. В целом проект проходил в ясную, даже жаркую, можно сказать, погоду. Мы присоединились с удовольствием, как ежегодно. Так что никаких сложностей не было. Только вот рабочих световых дней не хватало. Вот и все. В остальном все было хорошо. Сколько дней, по сути, он проходил у вас? Было, значит, буквально 4 рабочих дня. Значит, 5-й день отбор работы и организация экспозиции. И, естественно, отчетный день. В этом году участвовали ребята, наши выпускники, в большей части, значит, во всех рабочих днях. Вот именно с этими нашими выпускниками мы выезжали на пленэрили, работали, в общем. И еще, значит, мастер-классы проводились для первых, вторых, третьих курсов непосредственно в мастерских университета нашего. Так что никого не обделили. И, как вам сказать, очень хорошая творческая рабочая обстановка была. В принципе, проект очень удачно подошел к завершению. Проект проходит уже с 2013 года. Как вы знаете, уже 8-й раз мы проводим, это уже 8-й международный проект, получается, ArtPlener. И, как вам сказать, уже как традиция, приходит осень, октябрь, и мы понимаем, что все, настало время, когда должны приехать наши друзья, коллеги уже, которые стали друзьями. И все мы с каким-то нетерпением ждем, конечно, приезда, и сам проект мы как-то ждем. Наверное, мы его все полюбили. Не только мы, организаторы, но и гости наши, друзья, и все родные и близкие, которые приходят на выставку. Я полагаю, что работ было намного больше написано за этот период, но какую-то часть вы выбрали именно для выставки. Сколько работ сейчас выставлено тут, в этом малом зале? Был момент, когда мы начали считать, уже когда начали подписывать, там все это делать. До 76 я досчиталась, а потом сказала: ребят, знаете, а зачем мы считаем? Боже мой, у нас-то осталось еще много всего, работы, которые не вошли в экспозицию. Так что, знаете, количество вообще не имеет значения, качество. В Абхазии я впервые, и для меня просто это открытие. Просто краски южные, очень красивые, они всегда привлекают, даже осенью. Они все равно яркие и сочные. У нас Петербург же серый такой, а здесь приезжаешь и все открывается. Это вообще чистится палитра, глаза открываются. Поэтому очень было это полезно, приятно. Ну и вообще в целом люди здесь очень хорошие, доброжелательные. И это, наоборот, располагает еще больше работать. Ну, просто вся атмосфера дружелюбная. Поэтому весь проект очень получился удачный, я считаю. Много студентов, показали все места интересные. И, конечно же, мы делимся обязательно. Если подходишь и объясняешь молодым что-то, нужно поделиться. Но не без этого. И показать можно, рассказать можно, что ты как делаешь. И многим интересно это на самом деле. Поэтому я считаю, что прекраснейший проект, и я надеюсь, что он будет продолжаться всегда, ежегодно. Я думаю, что уже 8-й у вас, и меня еще до этого приглашали, но получилось только сейчас. Ну и слава богу. Если оценивать потенциал молодого поколения художников в нашей республике? Энергия есть. Энергия, но нужно еще трудиться. И вот этот труд, который художник прилагает, его не видно, но это труд. И если его прилагать, а потенциал здоровый, хороший, творческий существует, и я вижу, что он есть у вас, и я думаю, что у вас еще вырастут и выйдут талантливые художники. Они всегда есть. Так что я думаю, что это очень перспективная вещь. То, что касается молодого поколения, естественно, для них это колоссальный опыт общения с такими опытными людьми, как... Но нам даже хочется поделиться опытом. Но мне было бы интересно узнать, что
получает от подобных проектов человек опытный, состоявшийся в этой сфере? Вот лично для вас, что вы с собой увезете? Ой, ну, сразу так не скажешь, что увезешь. Во-первых, сейчас впечатления еще все как-то придут в норму все. Нужно еще пережить это все. И, скорее всего, обычно выливается это в какую-то картину, образ. Потому что, ну, так не бывает, чтобы просто пописал этюды и все. Ведь создается какой-то художник, живет не просто так, а живет образами, какими-то впечатлениями. И эти впечатления на этюде не всегда можно передать, а вот в картине возможно побольше передать. И это обычно выливается в картину. Работы, созданные здесь вами, чем отличаются от обычных ваших работ? Ну, конечно, красками. Краски Абхазии. Так что так и называется наш пленэр «Краски Абхазии. Осень». И тем более, что уникально то, что осенью. Осенью это даже лучше, краски еще сочнее, ярче, и это красиво. Знакомство с Абхазией произошло несколько лет назад. Я здесь была больше по отдыху, отдыхала в Пицунде, но до Сухума не доехала и поняла, что много потеряла, потому что Сухум, конечно, он такой очень атмосферный, и в большей степени он рассказывает об Абхазии. То есть именно архитектура мне очень нравится. Архитектура в смеси с природой, как они гармонично очень сочетаются, это очень круто. Люди, то есть все равно на отдыхе ты не так часто общаешься с людьми, а больше там купаешься в озере, в море, скажем так. А здесь мне, получается, посчастливилось с людьми общаться не только с теми, с кем я приехала, и там с организаторами, а именно вот даже на улице. И я понимаю, насколько люди в Абхазии, они отличаются своей гостеприимностью, наверное, и такой открытой душой. Это очень подкупает и очень, очень радует. И хочется сюда еще раз приехать, просто даже не только для пленэра, как я сказала, и отдохнуть. Ну вот краски, которые я увидела в Абхазии, ну, вот в моих полотнах отображены, потому что это ярко-желтый, ярко-синий, то есть это не просто какие-то там размытые, скажем так, цвета, а именно вот та яркость и сочность жизни, которую я здесь ощутила, я их попыталась передать в своих работах. Как сильно эти работы будут отличаться от того, что обычно вы пишете? Обычно я вообще пишу только черно-белую графику, и я была удивлена, я взяла на всякий случай с собой именно цветную пастель, но я предполагала, что все-таки осень и надо будет краски добавлять, но когда я приехала, вот это моя первая работа, и нас привели на озеро Рице, я поняла, что в моей обычной графике я не смогу это исполнить, что нужны обязательно краски. И я поняла, что я очень соскучилась, во-первых, по краскам, сочетание красок, и мне кажется, очевидно, что получилось, не знаю, как вам, мне очень понравилось. Я красками, цветными именно цветом писала очень давно, и сейчас поняла, что, видимо, время вернуться опять в цвет, скажем. Замечательно, что Абхазия вдохновляет вас на такие яркие краски. Спасибо вам большое. И вам тоже большое за все, и за страну тоже такой прекрасный. Я первый раз в Абхазии, да, первый раз вообще вот в этом регионе, и первый раз, поэтому для меня это очень знаковое событие. И, естественно, меня поражает прежде всего вот эти краски, горы, вот это все то, что я увидел сейчас. Я старался это все изобразить, все мои эмоции, впечатления, и архитектура, и вот ландшафт горный, вот это все. И люди, вот мы видим сейчас портреты, образы, я стараюсь их как-то
вот проникнуться в образы. Вот у меня друзья художники тоже местные, и я вот стараюсь их нарисовать, как бы почувствовать вот эту именно настоящую Абхазию, чтобы изнутри. У меня жена абхазка, Да вы что? да. Поэтому, Тогда непростительно, что вы впервые. да. Она мне все время говорит, ты должен там быть. Наконец-то это случилось. Вы довольны? Я доволен, да, вот этим. И хотел бы сказать слова благодарности и Дому Москвы, и организаторам этого мероприятия, и особенно университету, где вот я мастер-класс давал, и где видел вот эти глаза студентов, которые горели и хотели, ну, слушали внимательно. И вот я когда мастер-класс показывал, чувствую, как бы вот у нас единение вместе со студентами. Поэтому я стараюсь как-то вот именно передать свои впечатления, навыки студентам, молодым. Ну, вообще культура, она всегда объединяет. Всегда, всех объединяет, везде. Поэтому чем больше культуры, тем лучше. Поэтому вот мы почему сюда приехали, чтобы как-то ну, соединить наши культуры и вот именно молодежь, чтобы она уже видела нас, что мы умеем делать, и мы как бы вот стараемся передать вот свою школу. Потому что Академия художеств — это большая школа, и вот по всему миру мы стараемся как-то вот ее преподавать, ее показывать. Мне понятно, что может молодое поколение перенять у старшего опытного поколения, но есть другая сторона. Да. Вот что такого рода мастодонтам, как Ну да, они, конечно, вы, должны интересного всё создавать свое искусство. Они же молодые, они же свое видение. Наша задача только подсказать, только чуть-чуть дать. Все. А потом они уже как бы свои эмоции стараются вот это на холст перенести. Это очень значимое, да, событие. Я всегда приветствовал, когда они экспериментируют, что-то ищут, что-то. Это естественно, да. Анатолий Сергеевич, что вы с собой увезете? Любовь к Абхазии. Очень, очень мне понравилось. И люди, и страна, поэтому жене буду рассказывать. Спасибо вам большое. Благодарю, ждем вас в следующем году. Спасибо вам. Я уже давно пишу, но давно я не выставлялась. Как бы сейчас готовлюсь к своей персональной выставке. И очень долго этот процесс затянулся, потому что много чего не нравится, много чего изменяю. И в основном сижу у себя в мастерской. А тут, значит, сообщили, что вот есть такая возможность присутствовать, поучаствовать в таком проекте. Конечно же, я обрадовалась и согласилась. В основном, обычно я всегда думаю, могу, не могу, как бы всегда не решаюсь, потому что не всегда уверена в своих способностях. Но думаю, а когда, если не сейчас, и вот решила. Решила, это большой опыт, я очень рада, я благодарна, то, что пригласили, предложили. И теперь уж точно знаю, что пропускать этого и не буду. Вот. Насколько я понимаю, у вас была такая небольшая пауза. Нет, паузы не было, просто я в основном работаю над заказом и просто уже 2 года работаю как бы над своей персональной выставкой, которая, ну, надеюсь, скоро состоится. Ну вот сейчас вы уже пополнили эту коллекцию, можно сказать, и по чуть-чуть идете к своей такой цели или большой мечте. Ну вот, как бы я еще и даже в поисках, я думаю, насколько я хочу вот раскрыться в этом, насколько я хочу углубиться в это. Я еще ищу, что больше трогает мое сердце. Смотришь, изучаешь, вдохновляешься чужой техникой, и такой у тебя есть возможность найти свой стиль. А были ли какие-то такие подсказки от старших коллег? Конечно, были, да. Конечно, и они очень ценные, и я благодарна, что они никогда не проходят мимо и всегда стоят рядом.